В общем, так получилось. Юридически переезжаем. И мы меняли 48 квартир. В Казахстане мы успели пожить и в Астане, и в Алматы. Ужасно, да? 48. Почему мы решили переехать в казахский аул? Устали от людей. Мен оларамын, оны видеоға әңгіме барган. Пытаешься отдышаться и прийти в себя. Очень много разных вот этих многоножек, сороконог. Всем привет, я Туяра, и сегодня в влоге я хочу рассказать о нашей жизни в казахском ауле. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вопросы и смотрим видео. Мы всей семьей, это я, муж и наши 4 детей, переехали из нашей родины, из Якутии 5 лет назад, и уже 4-й год мы живем в Казахстане. За эти 5 лет мы очень много переезжали, жили в разных городах, странах, очень много ездили, путешествовали, и последние 4 года живем в Казахстане. И за эти годы я вот провела такую статистику, мы успели пожить в 48 местах. Мы меняли 48 квартир и домов, соответственно. Да, мы очень часто переезжали, и вот такая у нас статистика получилась. То есть 48 это считая места, где мы останавливались на сутки, на 2, на пару недель и так далее. Вот с переездами у нас получилось 48 мест. Из них 12 переездов мы жили больше 1 месяца. И получается, последние 2 года мы жили в одном месте. Это было очень странно, жить без переездов. Почему мы так часто переезжаем? Потому что мы путешествовали. Когда мы уезжали из Якутии, мы не думали, что наша дорога так растянется. Мы почти больше полугода мы путешествовали по России. И мы не знали, что это так затянется. Потом немножко успели пожить в Москве. И внутри как бы Москвы рядом, тоже вот по Московской области, по близлежащим районам мы очень часто тоже путешествовали, ездили. И потом оказались в Казахстане. В Казахстане мы успели пожить и в Астане, и в Алматы. В Астане мы успели пожить аж 2 раза, по-моему. Да, 2 раза успели пожить, но в основном мы живем в Алматы. И в этот раз мы переехали в аул. Это Алматинская область. Кстати, мы тут тоже после переезда в Алматы успели пожить, только рядышком в ауле. Мы жили там месяц, и спустя вот сколько лет, 3 года, да, 4 года, мы осознанно решили, что хотим пожить в ауле. Ужасно, да? 48 переездов. Почему мы решили переехать в казахский аул? Потому что мы очень устали от города, устали от шума, устали от людей, и нам захотелось забуриться куда-нибудь в глушь. Ну, не такую глушь, но чтобы была, конечно, возможность еще приезжать в Алматы по некоторым делам. И мы решили вот переехать в аул, где мало людей, где тишина, где своя земля, свой двор, и провести лето таким образом, чтобы наша семья была вместе, чтобы мы не отвлекались ни на что, а просто успели за все это лето просто по-человечески отдохнуть. Вторая причина, по которой мы переехали, это стоимость арендной платы. Многие, наверное, знают то, что арендная плата в Алматы, в целом в Казахстане очень дорогая. Ну, буду рассматривать только Алматы. Здесь очень дорого снимать. И мы как-то так устали все время вот работать только на арендную оплату и решили, что можно переехать в область, в аул, и относительно за адекватную цену найти жилье. О поиске жилья я еще подробнее дальше расскажу. И вот одна из причин, то, что мы устали, хотим отдохнуть. Вторая – это арендная плата. И третья причина – это возможность получить новый опыт.
Мы городские жители, особенно я. Всю жизнь я жила в городе. Да, у нас есть опыт жизни в частном доме, это было в Якутске, но то, что мы сейчас, получается, в совершенно другой стране, живем в ауле, это для нас большой опыт. И этот опыт, конечно, за 3 месяца, мы уже за 3 месяца здесь живем, он стал очень богатым и, возможно, для некоторых людей смешным каким-то, да, но здесь мы получили колоссальный опыт, какие-то новые э, новые знания, которые нас очень сильно удивили. И я хочу сравнить эту нашу жизнь, которую вот мы с севера, в севере у нас так было, а здесь на юге оно совершенно другое. И об этих впечатлениях я тоже расскажу сейчас дальше. Мы достаточно за эти 3 месяца, ну не знаю, это, наверное, самое лучшее лето за многие годы. Мы действительно отдохнули, продолжаем так отдыхать, приходить в себя. Для детей тут сколько всего интересного. Да, так что наша цель, вот эти 3 цели мы в целом достигли за эти месяцы. Сколько мы здесь останемся, это еще вопрос. Мы думали, здесь пробудем лето, ну, где-то до поздней осени, а потом подумаем. Так что у нас вопрос все равно открытый. Здесь есть очень много плюсов, но также есть моменты, которые хотелось бы как-то поменять. Конечно, повлиять не можем на некоторые моменты, как логистика, потому что бывает, что нужно съездить в город, расстояние на самом-то деле небольшие, но дорога, она очень много времени съедает и сил, потому что когда ты в город ездишь, потом обратно приезжаешь, то и просто потом лежишь пластом и пытаешься отдышаться и прийти в себя. И я знаю то, что многие люди так и живут здесь в Алматы, в ауле и ездят в город на работу. Ну, это просто какие-то сверхлюди, наверное. Нам по работе, благо, не надо так часто ездить в город, но пару раз в неделю, когда приходится, то потом надо восстановиться какое-то время. Общее впечатление за 3 месяца, то, что действительно здесь очень спокойно. Мы живем в новом районе, получается, аула, то есть есть аул, центр аула, он такой большой достаточно. И оттуда мы так немножко аппендиксом живем чуть подаль. Рядом у нас тут Бакат, это большая алматинская кольцевая дорога, которая не открылась недавно, можно сказать, и в целом как бы вот такой маленький район. Нам сказали, что живет здесь около 2000 человек. Да, это достаточно большой, но по сравнению с другими местами это очень такой маленький аул, аппендикс аула. Ну, такой маленький район. Окей. Да, здесь спокойно. Здесь приезжает доставка, например, Каспий. Можно что-нибудь заказать. Есть магазины, есть школа, есть общественная баня. Что еще есть? Ну, есть маленькие такие магазинчики. В целом можно жить здесь, не выезжая. Есть садики, есть спортивные центры, куда можно ходить. И не чувствуешь себя отрезанной от большого мира. Насчет тишины, да, здесь существенно тихо, особенно после того нашей жизни в центре города, рядом с метро, когда я привыкала к этим вибрациям от метро. Здесь очень тихо, спокойно, шум только от птиц. Просыпаемся от пения птичек, от воронов, от петушков. В общем, тут очень много такой прям птичий базар, и это на самом деле очень сильно успокаивает и такой плюс. Также про безопасность. Здесь безопасно, люди друг друга все знают. Мы познакомились с нашими соседями. Здесь живет очень много разных национальностей, так что мы тут
как Саха, не экзотика, тут очень много других национальностей, интернациональный такой аул, это не только в нашем районе, но по всей области, и в самом ауле в центре тоже очень много разных народов встречаешь и разные языки слышишь, поэтому здесь безопасно. Еще безопасно, потому что, наверное, это влияние все-таки религии, и плюс здесь не продается алкоголь. Да, во всем селе, вот в нашем районе, только в одном магазине там немного, чуть-чуть продается. Поэтому здесь безопасно. Дети гуляют сами по себе. Такая обычная деревенская жизнь, аульская. Мне это нравится. Да, действительно. В целом мы сколько вот жили и ездили по Казахстану, а, я могу уверенно заявить то, что здесь достаточно безопасно. Но самое удивительное, это, конечно, первое время мы привыкали к нашим сожителям нашего дома, нашего двора, потому что здесь столько разных насекомых, и спустя вот 3 месяца я более-менее, в принципе, привыкла к ним, потому что первое время мы, по-моему, первый же день встретили харакут, это черная вдова, паук, ядовитый паук, очень опасный, и мы его прям встретили. О, боже мой, это был, конечно, шок, мы не знали, мы догадывались, что здесь, конечно, будет очень много разных насекомых, но не думали, что это станет наш такой обыденностью, что мы будем их встречать. Потом встретили тарантула. Правда, это был трупик, он плавал в бассейне у нас. Очень много вот всяких ящериц, всяких вот других жуков, очень много разных вот этих многоножек, сороконожек, муравьев. И я, конечно, как северный житель в шоке от этого обилия. Для нас, максимум это что бывало? Где-то маленькие пауки домашние бывали, да? Бывают, тараканов. Слава богу, здесь тараканов нету. Но есть такие на улице во дворе, это земляные, по-моему, тараканы называются, но они в дом не лезут. Вот с муравьями я борюсь до сих пор. Каждые 2 недели мне приходится все это обрабатывать. И муравьи — это супер наглые существа, оказывается. Я их раньше вот воспринимала как в мультиках Тома и Джерри, там, что вот они бегают по дому, как они там... в общем, муравьи — это зло, оказывается. Реальное зло, и я с ними борюсь. Более-менее привыкла еще. И очень много разных существ. Да, это прям требует усилий, и чтобы привыкнуть к этому. И поэтому даже вот сейчас, когда куда-то идем, там поднять что-то, убрать, я каждый раз так, чтобы там успели убежать, там, например, крокс оставила на улице, перед тем, как одеть, я их так двигаю, чтобы оттуда все убежали. Вот. Для северян это шок до сих пор. Для меня это всегда шок, наверное, будет. Я не знаю, наверное, когда-нибудь привык. Еще для северян у нас самое страшное, это, конечно, комары. С комарами мы местными познакомились. Они такие приличные, воспитанные и пунктуальные существа. Они появляются у нас после заката, где-то полетают часик и потом исчезают куда-то. Они прям просто прелесть. Ты знаешь, что они скоро появятся и скоро уйдут. Так что это очень супер удобно. Еще из удивительного, что здесь я первое время думала, вот ходила по улицам, где все, конечно, красивый асфальт, как-то более-менее так благоустроено, и так как это новый район, это благоустройство продолжается, дома строятся, и с виду кажется все очень так аккуратно. И когда мы путешествовали по югу Казахстана, вот в сторону Тараза, например, Туркестана, Шымкента, и везде дома такие аккуратные. Я думала, так интересно. И здесь тоже все такое аккуратное, как будто бы специально, как поселок специальный, вот эти бывают же коттеджные закрытые поселки, дома такие все аккуратные. А потом до меня дошло. Оказывается, дома здесь все каменные.
Мы, например, на севере привыкли, то, что все в основном это вот брусовые деревянные дома, а здесь каменные. Ну, почему каменные дома? Потому что здесь деревьев нету, просто деревьев нету, и, по сути, мы живем здесь в степи. А если мы видим деревья, то они всегда уже как бы культурно людьми, человеком посажены, поэтому здесь дома все построены из камня. Здесь я хочу немножко затронуть тему, как мы ищем себе жилье в Казахстане, ну и вообще в других местах. У нас главное требование, чтобы была комфортная, уютная кухня, потому что мы любим готовить, мы готовим очень много, муж у меня очень много готовит, сыновья тоже готовят, поэтому нам большая, просторная и оснащенная кухня с духовкой, с плитой побольше, да, с 4 комфорками, это прям обязательный пункт. И наличие посудомойки. Если мы готовим так много, мы еще и конечно же, много моем посуды, и обязательный пункт — это посудомоечная машина. Благо здесь все есть, и кухня у нас достаточно такая просторная, оснащенная, и просто кайф здесь что-то готовить. Плюс у нас еще есть летняя кухня и заодно барбекю, но об этом я еще вот покажу. И вот такой пункт обязательный при поиске. И хороший ремонт, аккуратный ремонт должен быть. Ну, прям знаем, то есть, когда ты много путешествуешь, много ездишь, и тем более, если ты находишься в эмиграции, дом — это место, где ты должен отдыхать. И не только отдыхать, чтобы тебе здесь нравилось, и чтобы здесь тебе было комфортно, чтобы здесь было эстетично. Вот для нас это один из основных таких пунктов, и мы каждый раз ищем такие дома, в которых мы можем отдохнуть. И здесь мы действительно проводим много времени, работаем удаленно, и, соответственно, у нас такие ожидания от жилья. Мы ищем жилье на крыше АКЗ. Это такой большой сайт, где можно найти любое жилье. Мы ставим, вот, например, у нас есть свой бюджет, и на основе этого бюджета мы ищем. В самой Алмате мы жили в самых разных районах, наверху, чуть пониже, посередине, в таком-то, таким-то районе. Мы точно знаем, где нам хорошо, что у нас должно быть рядом. И когда мы искали жилье, вот именно дом в ауле, мы искали достаточно долго. Мы сначала рассматривали объявления, а потом только вот приехали. Кстати, это первый дом, первое объявление, по которому мы приехали, и сразу нам она понравилась, и мы уже договорились с арендаторами и переехали. Ну, тут еще как бы у всех есть разные истории о том, какие арендаторы, арендодатели попадаются. Ну, это зависит, например, от общения. Все равно у нас должен быть какой-то коннект, понимание. И, например, этот дом, он предназначен был для жилья семьи. У них, кстати, тоже мальчики, 3 мальчиков. У нас какой-то вот сразу такой мяч случился. И они здесь жили, они обустраивали все для жизни, и оно чувствуется. А когда, например, вот аренда дом или квартира на аренду готовится, то она прям сразу чувствуется, когда вот дешевая техника для дома, это какой-то вот все равно минус вайп такой случается. Боже мой, я сказала минус вайп, да. Ну вот это такой тоже минус, когда все хорошая техника. Это, ну, здесь прям все заметно, что люди здесь с любовью все обустраивали, и мы также живем, также оберегаем этот дом. И в целом всегда мы при аренде жилья мы не считаем то, что это чужой какой-то дом. Мы всегда с любовью и уважением относимся и заботимся как о своем личном жилье. Также особенность, например, если вы будете искать дом в ауле, в Алматинской области, например, здесь нужно учесть очень много. Это, конечно же, расстояние от города. У нас вроде расстояние всего 24 километра от города. Это как расстояние в Москве мы жили, например, мы жили где? Царицыно до Тверской, например, 24 километра было, и мы на машине могли добираться, ну, где-то 40 минут.
ну, 30 минут, если вообще нету пробок. Первый раз мы также ошиблись, мы жили тут рядышком, и дорога у нас занимала очень много времени. Сейчас, конечно, вот с открытием МКАДа оно чуть сократилось, но у нас уже нету личного транспорта, поэтому мы пользуемся общественным транспортом. И по работе нам не надо так часто ездить, поэтому мы это учли, мы понимаем, что на дорогу у нас минимум 2 часа будет уходить. Поэтому, ну, вот эту логистику надо посмотреть. Во-вторых, это наличие газа и воды, потому что в некоторых районах есть проблема воды. Поэтому здесь вроде нормальная вода, у нас ни разу вот такого не было нонсенса, и вода чистая. Наши вот хозяева, они прям просто из-под крана пили воду, сказали нормальная, а мы так еще не привыкли, но в целом здесь действительно вода есть, она чистая. Также, на что еще обращать внимание, это на чистоту воздуха. Да, вначале нам казалось, ой, какой чистый воздух, мы прям радовались этому, а потом началось. Здесь, не знаю, в Алмате, когда ты живешь, в принципе, ожидаемо в зимнее время, там смог и так далее. Но здесь я в шоке, потому что пару раз в неделю здесь ужасно пахнет, воздух портится ужасно. Это не от того, что там кто-то что-то, мусор свой сжигает, такое бывает. Просто, оказывается, здесь промзона, и есть несколько заводов, и откуда-то давно, в общем, этот приходит ужасный запах, и вот, например, ночью спишь с открытыми окнами, и приходится вставать и все это закрывать. Поэтому на это стоит обратить внимание. И в этой зоне, не знаю, вот все наши соседи так привыкли к этому, они вообще не обращают внимания. А для меня чистота воздуха – это обязательный пункт. И в последнее время, последний месяц я чувствую то, что все-таки у меня дыхательные пути реагируют на это. И я захожу на сайты, смотрю, чистота воздуха сегодня какая и так далее. И я все это прослеживаю. И вот у меня, например, это такой минус. Я не знаю, если это летом так, то в зимнее время как будет. Я боюсь это представить даже. Но поживем, увидим. Еще один такой жирный плюс после переезда в аул, мы обнаружили, что цены на продукты питания здесь дешевле, аж бывает в каких-то моментах до 500 тенге по сравнению с Алматой. В Алматы я по сути часто заказывала с Каспи продуктов, с Магнума. И это существенно, да, мы пробовали покупать, например, на рынках и так далее, но решили, что проще иногда заказывать. Мясо стоит здесь дешевле, да, потому что в Алмате она так... Инфляция очень сильно чувствовалась, все дорожало, 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 а здесь как-то держится еще на адекватных каких-то ценах, и можно вот продукты покупать спокойно. Как я ранее рассказывала, что здесь живет очень много разных национальностей, народов, и еще такой незначительный плюс, наверное, здесь очень много казахов, которые переехали из Китая. Они говорят только на казахском и на китайском. И так как я переводчик, филолог китайского языка, начала практиковать здесь активно свой китайский язык. Здесь очень много приехавших казахов с Китая, держат магазины, и когда ходишь по магазинам, я так общаюсь с ними, то шаотень, шишинма, да, как-то так немножко базовый свой китайский использую. Они, конечно, удивляются, им очень многие, конечно, принимают меня за казашку, которая не говорит на казахском. На казахском я понимаю, говорить мне немножко сложно. С казахами из Китая я могу общаться на китайском. Это такой интересный плюс. И я в восторге от того, что они привозят вот такие товары интересные. Например, я чай купила. Огромные такие пачки с вкусным чаем.
покупаем какие-то китайские приправы, ну, то, что я люблю, например. Тофу часто покупаем, свежий такой вкусный тофу. И практикую свой язык. Вот. Есть люди очень добрые, и, например, людям приезжим кажется то, что в Казахстане все говорят на русском, но нет, мы это, конечно, знаем, то, что вот ездили по всему Казахстану и знаем, что по-русски общение идет в основном только в Астане и в Алмате, и с каждым годом он так уменьшается. И русскоговорящих людей все равно становится меньшинство. Это классно, то, что Казахстан прям очень уважительно и требовательно относится к своему родному языку, мы это поддерживаем. И я активно не изучаю, например, казахский язык, я изучаю ее пассивно. Что это значит? То есть в среде я изучаю казахский язык в общении, вот в бытовом общении с продавцами и так далее. Но оно у меня вот за эти 4 года, оно очень медленно идет. То есть я понимаю очень хорошо, а отвечаю я сложно. И здесь вот с момента переезда за эти 3 месяца я не скажу, что у меня такой большой прогресс, но я начала хоть как-то так отвечать, пытаюсь именно общаться на казахском языке, но люди все равно, когда понимают то, что я не говорю, ну, уже все поняли, наверное, здесь это, что у меня с казахским плохо, но они пытаются отвечать на русском. Я хочу, чтобы они отвечали на казахском. И вот таким образом я изучаю. Иногда вот так улыбаюсь, там односложно, но все равно какое-то общение наконец-то у меня появилось с языком, чему я очень сильно радуюсь. Здесь все говорят на казахском, даже просто с соседкой там поздороваться, там саламатсызба, қалайсың, там жақсы, ну как-то так разговариваю, и я от этого просто балдею, и то это вот именно самый, как сказать, это вот то самое мое пожелание пассивно учить язык, оно вот в среде так потихоньку развивается. Здесь мы сейчас живем, у нас есть маршрутный автобус, он ездит каждые 20 минут, ну, в идеале, конечно, да, а потом уже можно доехать до центра аула и оттуда пересесть на другие, например, автобусы или доехать до города, до территории города и оттуда уже ездить, пересесть на другой автобус. Да, это в идеале, если нету никаких вот этих пробок, если не выходить в какой-то rush hour, то можно добираться до где-то 1,5 часа, например. Вот обратно бывает сложно. Сейчас в Алматы и так очень там все перекопали в центре города и везде, да, но бывают какие-то такие прям, не знаю, пики, что дорога может занимать и 3 часа. Мы недавно с детьми ездили в город, в кино там сходили, к стоматологу и так далее, порешали свои дела. И мы немножко задержались, то есть начали выезжать только в 5:30 вечера. И, конечно же, мы попали в пробку, и обратная дорога заняла 3 часа. Я готова была сама расплакаться. А дети показали такую стойкость и выдержку, они нормально приехали. Но дорога, она очень сильно изматывает. И, ну, можно туда, в город ездить раз в неделю. Ну, надеюсь, то, что вы досмотрели это видео. Илькен рахмет за это. И встретимся еще. Если у вас возникли какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте и подписывайтесь.